Всем привет, я Лена. У меня новости с Чей. Сегодня на повестке дня Мисс Якутия 2020. Не так давно я посмотрела их инстаграм, и знаете, там такие красивые девушки. Я даже не знаю, кто же станет следующей Мисс Якутия. И вот поэтому мы решили провести опрос, кто же станет следующей Мисс Якутия 2020. За кого голосуете? За Беллу Соколову буду голосовать, болеть. Почему? Ну, она моя подруга, поэтому буду поддерживать ее. Наверное, за Настю Новгороду. Я даже не знаю, кто там вообще участвует. Ну, скорее всего, Туза, который с моего уса. Землячку. Нет. Почему? Ну, нету времени. Учеба, работа. Вы смотрите Мисс Якутия? Нет. А почему? Ну, на мой взгляд, красота — это вещь сугубо субъективная, так что я не знаю. Наверное, поэтому и не смотрю. Но в любом случае я голосую за того человека, который больше всего этого заслуживает. Так что удачи. На самом деле нет, я и ранее за ним не наблюдал, и, лично мне такие вещи, в принципе, не особо интересны. Вообще за конкурсом нет, просто в Инстаграме смотрю. А за кого голосуете? За Лилю Корякину. А почему? Ну, она моя знакомая, поэтому и она самая высокая ростом, она очень-очень умная, образованная, и вот. Да, я слежу за конкурсом Мисс Якутия, и моей фавориткой, можно так сказать, является Егорова Елена. А почему? Ну, потому что у нее есть опыт уже международного участия, так как она участвовала на конкурсе Мисс Модель мира в Китае. Каждая девушка красива по-своему, несмотря на общепринятые стандарты. Но есть такое высказывание: красота спасет мир. А красота спасет мир? Не знаю. Мир спасет доброта, честность и, наверное, немного трудолюбия. Я считаю, что да, потому что красота это не только наша внешность, это наше отражение души. Краснодар? Ага. Что для вас красота? Краснодар — это город? Красота. 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 Да, конечно, и эта красота не только внешняя, но и внутренняя. Это как раз цитата из моего любимого автора Достоевского, который правильно говорит о том, что красота — это внутреннее состояние души человека. И поэтому, конечно же, наверное, это единственное, что может в случае чего спасти действительно все вокруг. Да. Почему? Не знаю даже. Ну, красоткам все достается. Ну, считаю, что красота требует жертв, но все равно спасет. Ну, видимо, да. А почему? Почему так считаете? Потому что человек всегда стремится к лучшему и прекрасному, и, соответственно, красота — это залог нашего, как сказать, двигатель нашего общества, и, соответственно, оно спасет наш мир. Вот. А я не знаю, просто так говорят. Почему нет? А есть ли смысл в дальнейшем проводить такие конкурсы, как вы считаете? Я думаю, это довольно интересный опыт для тех же участниц непосредственно, которые такое проходят, потому что, как я знаю, там конкурс, который состоит из многих этапов, и не только физические параметры и способность говорить оценивается. Поэтому я бы хотел более в таких, не знаю, мероприятиях видеть какой-то более социальный аспект, что ли, для того, чтобы через этот конкурс какие-то проблемы затрагивались и искались какие-то пути решения, для многих людей. То есть это был бы не только конкурс для тех, кто хочет проходить там и так далее, но и, не знаю, к примеру, там социальный фонд учреждать или что-нибудь такое делать. К примеру. Комментарии к новостям. Итак, первый комментарий. А конечнику Анджела цепанула. Да, она цепанула всех. Ну-ка, кто тут у нас самая высокая? Спасибо. Корякина Лилия очень красивая. Да. Пепилова, Сидорова, Кушнирук, Конечникова Анжела, Имхо наиболее интересные участницы. Да, не знаю, наверное. Фифилова Анна Скобяйского, а Конечникова Анжела Щербчи будут фаворитками. В этом году красивых и высоких мало. 165-168 сантиметров — это же печаль. Грустные смайлики.
Валяй. По мне так, на конкурсе «Мисс России» шанс норм выступить у Елены Егоровой. Поспорили бы. Наверное. Дальше. Девушки все красивые, 100%. Да, Вот. это точно. Красивые все, но как-то все одинаково обычные. Из всех выделились бы намскую красота с изюминкой. Необычная, по крайней мере, выделяется из общей массы. Намская? Ну, наверное. Дальше. Егорова, Кушнирук. Остальных я не очень понял. И смеющийся Смайл. Мы тебя тоже не поняли. Выбирать не из кого. Есть пара-тройка девушек, но и то сно. То ли дело раньше было сложно кого-то выделить, а сейчас участвуют все, кому не лень. Лично до этого я вообще не смотрел это. Поэтому мне как бы... Воу. Список. Казанцева Тамара, Сидорова Алтамина, Лузина Ангелина и Оконечникова Анжела. Им первое место. Поделить корону на 4 и раздать всем. И ленту тоже на 4. Почему мне самые длинные комментарии? Самый бессмысленный конкурс. По сути, просто данные, с которыми родились, очень плохо влияет на маленьких девочек, которые, насмотревшись такой туфты, думают, что все их в жизни можно обменять. Дальше цензура. Нужно больше упор делать на интеллектуальные конкурсы, олимпиады, да даже от спортивных мероприятий больше пользы. Печальный комментарий. У Холмогорова Виктории большое будущее в модельном бизнесе. Очень интересные черты лица, однозначно голосую за нее. На этом все. Ура! Сколько людей, столько и мнений. И кто же все-таки был прав, узнаем 24 января в Центре спортивной подготовки «Триумф». И давайте пожелаем удачи участницам Мисс Якутия 2020.